Прямо практически с самого начала прихода России в Крым сразу же начались репрессии в отношении крымско-татарского народа. Первым исчез Ришат Аметов. 3 марта 39-летний Ришат Аметов был выкорен. Также действительно существует проблема преследования проукраинских активистов. Если вы почитаете, как Аксенов определяет, что такое идеология терроризма, то это, естественно, определение ни о чем, оно очень широкое, но там очень четко даже в самом указе прописаны группы населения, на которых будет распространяться, скажем так, дополнительный усиленный контроль. Но похищение людей, к тому же надо, если кто хоть немного знает правозащитную деятельность, должны понимать, что похищение людей также является одним из методов террора. Это проблема, по которой будут подниматься вопросы на международном уровне, будут подаваться жалобы в Европейский суд. Из-за таких репрессий из 300-тысячного населения, где-то порядка 10 тысяч на сегодняшний день вынуждены были выехать с территории Крыма и находятся на материковой части Украины. Фактически людей, те организации, которые представляют крымско-татарский народ, их просто блокируют. 16 октября был арестован Муса Абкеримов, 22 октября Таир Смедляев, 25 ноября Эдем Абулисов, 21 января Эдем Усманов. Также сигнализирует о том, что репрессии не прекратятся. Это продолжение существования деятельности крымской самообороны. Это действительно случай уникальный, когда Россия показала, что закон для нее не закон.